Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна. Сегодня мы поговорим о площади правильного многоугольника. То есть мы запишем формулу для нахождения площади правильного многоугольника. Мы уже знаем, как находить площади треугольников, причем очень много формул. Мы знаем, как находить площади четырехугольников. А сегодня мы разберем, как же записывается, как выглядит формула для нахождения площади правильного многоугольника. Но для этого нужно понимать то, что мы можем соединить центр нашего многоугольника с вершинами многоугольника, и тем самым мы получим несколько равнобедренных треугольников. А площадь, как вычислять площадь треугольника, мы с вами прекрасно знаем. Поэтому площадь нашего многоугольника – это сумма равнобедренных прямоугольников, которые помещаются в данном многоугольнике. То есть, если я обозначу через О центр нашего многоугольника и соединю вершины нашего многоугольника с центром многоугольника, у меня получится несколько, естественно, равнобедренных треугольников. Видите? То есть, если у нас здесь пятиугольник, то я должна найти площадь одного равнобедренного треугольника и умножить на 5. Соответственно, если у меня n-угольник, то я должна найти площадь равнобедренного треугольника и умножить на n, где n – количество данных треугольников. n – это количество наших треугольников. Ну а количество треугольников зависит от количества сторон, поэтому я пишу n количество сторон нашего многоугольника. Ну а теперь нам осталось только записать, чему равна площадь равнобедренного треугольника. Для того, чтобы записать площадь, нам нужно обозначить, взять какой-нибудь из треугольников. Итак, А1, А2, ну и дальше вершины я обозначать не буду. Вспоминаем формулу для нахождения нашего треугольника, площади нашего треугольника. Для этого я опускаю высоту в нашем равнобедренном треугольнике и обозначаю данную высоту через h. И вспоминаю, то есть я должна записать площадь нашего треугольника А1, ОА2, это и есть 1/2 произведение высоты, то есть OH, на нашу сторону А1, А2. Но мы с вами знаем, что OH это радиус вписанной окружности, правильно? То есть, если я в этот треугольник впишу окружность, то OH это будет радиус. OH это будет радиус вписанной окружности. А А1, А2 это будет наша сторона. А1, А2 это будет сторона нашего многоугольника. Ведь мы же записываем общую форму. Поэтому вместо OH я подставляю R, а вместо А1, А2 я подставляю AN. Получается, что площадь нашего треугольничка это есть 1/2 умножить на R и умножить на AN. Но мы нашли площадь только одного треугольника, а этих треугольников у нас n. Получается, если я возвращаюсь к нашей формуле, то я запишу, что Sn равно площадь нашего треугольника выражается вот такой записью 1/2 на r и умножить на an. Но этих треугольников у нас n штук, поэтому я пишу умножить на n. Таким образом, площадь нашего многоугольника выражается следующей формулой. 1/2 произведения радиуса вписанной окружности на длину стороны многоугольника и на количество этих сторон. Но если я замечу, что AN умножить на n, что это такое? AN умножить на n. То есть я длину стороны умножаю на количество этих сторон. Да, это будет периметр нашего многоугольника. То есть я могу нашу формулу записать в следующем виде. Sn равно 1/2, еще раз, AN умножить на n, это периметр. То есть будет 1/2 умножить на r и умножить на периметр. Но я могу заметить еще следующий факт, что 1/2 умножить на периметр, что это такое? Это полупериметр. Это периметр. А вот это маленькое p, это полупериметр. Тогда наша формула может принять следующий вид. Sn равно полупериметр
умножить на r, где еще раз запишу, что P это полупериметр. Вот такие вот несложные формулы применяются для вычисления площади многоугольника. А теперь, ребят, мы с вами решим задачу, используя наши формулы. Итак, задача выглядит так. Сторона нашего многоугольника равна единице, а количество сторон у нас равно 4. И нам нужно найти площадь данного многоугольника. Применяя нашу формулу, то есть S4-вопрос. Применяя нашу формулу, давайте с вами запишем первую формулу. Sn равно 1/2 r умножить на АН и умножить на n. В этой формуле АН у нас известно 1, количество сторон у нас равно 4, и нам нужно найти радиус. А радиус у нас неизвестен, но мы с вами прекрасно знаем формулу, что радиус вычисляется по следующей формуле. АН разделить на 2 и умножить на тангенс 180, деленное на n. Подставляя в эту формулу, мы получаем АН у нас равно единице, 1 разделить на 2, умножить на тангенс 180, разделить на n. n у нас равно 4. То есть тангенс получается 180 разделить на 4, это будет 45 градусов. Замечательно. То есть получится, что 1 разделить на 2 и умножить на тангенс 45 градусов. Следовательно, радиус вписанной окружности будет равен 1/2. Ну а теперь очень легко поставить нашу формулу. И это есть 1/2 умножить на 1/2 умножить на АН у нас равно единице и умножить на 4. В результате двойки у меня сокращаются. 2 умножить на 2 – 4, четверка сокращается, и это равно единице. То есть мы нашли площадь многоугольника, у которого 4 стороны. И мы нашли данную площадь, используя формулу для нахождения площади многоугольника. Но, наверное, многие из вас заметили, так нам же нужно было найти площадь чего? Площадь многоугольника, да? А у многоугольника 4 стороны. То есть, по идее, нам нужно было найти площадь нашего четырехугольника. Но мы знаем очень много формул о площадях четырехугольника. То есть мы знаем площадь квадрата, площадь ромба, площадь трапеции, площадь параллелограмма и так далее. Но в нашем случае не сказано, какой это четырехугольник, поэтому мы с легкостью использовали формулу для нахождения площади многоугольника. Ребят, мы с вами разобрали тему многоугольники, определили, чему равен радиус, вписанная, описанная окружности, как вычисляется сумма внутренних углов просто многоугольника. Определили, чему равен внутренний, вернее, как вычислять внутренний угол, если это правильный многоугольник и так далее. Все эти формулы мы с вами, конечно же, должны научиться применять в задачах. На следующем уроке мы с вами разберем практические задания. А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.